Добрый вечер, дорогие телезрители. У нас в гостях член Союза писателей России, народный писатель Чеченской Республики Асланбек Тугузов и наставник молодежного литературного клуба, депутат парламента Чеченской Республики Аднан Нагаев. Марш Довалхаши. Мы сегодня обсуждаем поэму Алибек Хаджи. В поэме обсуждаются очень трагические события. Нужно иметь незаурядное мужество, чтобы взяться за эту тему. Восстание Алибека Хаджи 1877-1878 годов. Ты взялся описать казнь руководителей восстания, самая драматическая часть всего действия события. Что тебя подвигло на это? Благодарю за приглашение, очень приятно внимание к тому, что делаю. Если честно, Алибек Хаджи, я даже не ожидал, что я возьму за эту тему. Я писал Зелимхана, и я хотел описать его детство, вот именно, он же Зелимхан, если не ошибаюсь, с 1871 или 70-го года. А это события, описанные в поэме, они произошли в 1878 год. Ну, там 77-й, там начало восстания. И потом я по ходу, когда писал, я понял, что так дело не пойдет, потому что эти темы, да, они пересекаются, но именно в творческом плане, художественном, они две разные темы. И я в процессе вот работы над Зелимханом я решил вывести этот отрывок из поэмы Зелимхан и сделать отдельную поэму. В этом мне очень сильно помогла вот книга Абузара Айдамирова «Молния в горах». Вот там были именно вот там очень живописно описывает казнь. Ну да, некоторые моменты я поэтизировал, некоторые моменты я, согласно последним информациям, последним сведениям вот об этой казни или об этих событиях, я изменил. И получилось такое произведение. Но это в первую очередь художественное произведение. И мне, как человеку, написавшему это художественное произведение, бывает приятно, когда вот начинает отмечать какие-то художественные достоинства этой поэмы. Это же в первую очередь литература. Литература в первую очередь это культура, а история это отдельный жанр. История это пишутся монографии. Вот кто-то упрекает меня, что я не описал там как хронологию полностью событий. Для этого мне надо было вот таких поэм как минимум 20-30 поэм написать по объему. Поэзия это более такой жанр, ограничены некоторыми правилами. Поэзия это более сложный жанр, чем проза. Да, есть прозаические романы. Абузар Айдамиров именно всю эту хронологию настолько досконально, настолько гениально он в прозе своей описал, что дальнейшее поэтическое следование его лекалам это уже бессмысленно. Поэзия это один сюжет, очень сильный. Задача поэта создать образ, чтобы вот именно настолько художественный, сильный образ, чтобы к нему историки потянулись, и писатели, и романисты. Чем сильнее образ, тем он больше уходит в массы. Возникают какие-то новые тенденции, вот именно в плане исторического, там, прозаического, публицистического, вот начинает. Это для пищи, для исследователя. Задача поэта создать художественный образ максимально высокий, максимально нужный. Я считаю, что вот в какой-то мере мне удалось, но в любом случае это Аллах лучше знает, потом читатель, это пусть судит. С тех пор, как знамя газовато упала с гордого древка, и смолкли пушки и мата, устав как будто на века, от черных ядер и обстрелов, от поражений и побед уже немало пролетело стремительных и быстрых лет. Уже Мансур под небом синим далекой грозной старины обрел покой в песчаной глине холодной северной страны, и Воронова иноходца
Погнав однажды на закат, ушел к лучам другого солнца гроза Кавказа Бейбулат. И на границе Дагестана, забыв земные миражи, в тени родного Саясана покоился Ташу-Хаджи. Под зеленеющей горою уже другие видел сны Шуайб-Мулла из Центароя, стратег и ас лесной войны. Давно осенние туманы носились густо и легко над серым чуртом Джавадхана, мудира из села Дарго. Давно с безудержной бравадой не поражал ряды врагов Ахмад, сын тезки Мухаммада, наиб из славных автуров. И в темноте родной глубинки под ветросиротливый свист лежал в земле Талхик Шалинский, наездник и артиллерист. В бессонных сумерках отчизны, закрыв печальные глаза, лежал устав от бранной жизни Гендаргеноевский Айса. И Байсангур, горя душою, когда пришла его судьба, ушел единственной рукою, добыв свободу для себя. Поднявший знамя человека в юдоле сумеречной лжи, исчез в изгнании полюс века святой устаз Кунта-Хаджи. Как волк, приняв условия свары, один напротив сонма псов, ушел к Творцу Гекинский Вара, немало положив врагов. Так время выкосило многих, храбрейших духом и лихих, оставив слабых и убогих, опустошенных и больных. Другие закатали бурки, и скарб, собрав свой навсегда, ушли к далеким землям тюрков, чтоб не вернуться никогда. Покинув черные руины своих разрушенных домов, погибли лучшие мужчины, оставив слезы юных вдов. Как волк в сожженную долину, скаля в отчаянии рот, вошел в другую половину худого века наш народ. Уже казалось время злое, вздремнуло с кровью на губах, как вдруг восстание большое сверкнуло молнией в горах. Когда в лесу под Саясаном лишь только стаял плотный снег, был выбран молодым имамом Хаджи Алдамов Алибек. Поэма «Алибек Хаджи» привлекла внимание не просто читателей, а искушенных читателей, профессионалов. Асланбек – сельская школа, сельский житель. И тем не менее, такой широчайший словарный запас, великолепный слог, абсолютно совершенная поэзия. Откуда такое совершенство? У нас была сельская Законюртовская библиотека. Там у нас работала русская женщина Матрена Алексеевна. До сих пор помню, очень знаменитая в селе женщина была, всех знала она. И я помню первую свою книгу, это где-то, если не ошибаюсь, 75 или 76 год. Мне 6 лет было. Я впервые пошел в эту библиотеку, взял тоненькую такую книжечку. И я эту книжечку прочитал. И вот началась моя одиссея вот, библиотечная.
И уже я в школе 9-10 класс уже я учился, я туда заходил, я у Матрёны Алексеевны спрашивал: Матрёна Алексеевна, есть что-нибудь новое? Она вот смотрела на меня. Асланбек говорит: да ты же, говорит, здесь все прочитал. Ты, говорит, здесь все прочитал. А тогда не было такого, скажем так, как сегодня, такого объемного пополнения новой литературой. Там вот стояли эти книги, они покрывались пылью. Но обычно новые книги там редко появлялись. Там в основном более-менее популярная литература, Вальтер Скотт, Дюма, эти книги, они отдельно хранились под замком. А классика, поэзия, она стояла под пылью, там ее никто не читал. Но я это все читал, я это все прошел. Когда я наставляю молодых, вот по мере моих способностей, я им говорю: единственное условие творческого роста – это постоянное чтение, внимательное, вдумчивое чтение. Я учился, я у всех мировых школ учился, мне это интересно было. Я знал, что поэзия – это не банальное рифмование или соответствие суффиксов. Поэзия – это нечто другое. Поэзия – это твой язык, твой именно даже в какой-то мере словарный запас, но там еще помимо этого опыт, твой жизненный опыт. Надо учиться, очень усердно учиться. Когда ты пишешь, ты должен находить отклик. А отклик у читателя находишь ты, когда в первую очередь, когда искренен, когда не встаешь в позу, когда не стараешься сочинять какие-то вычурные словесные конструкции, чтобы кого-то ошарашить, удивить. Это только у читателя вызывает отторжение. Доверие между поэтом или писателем и читателем, вот она основа именно всего. А дальше именно словарный запас, лексика, это все, это твой труд, это долгий, практически в духовных измерениях каторжный, мучительный труд. Его никто не видит, только ты сам это видишь. И поэтому я могу сказать, что в этом плане я очень даже дважды герой внутреннего, духовного, интеллектуального труда. И как же не могу воззвать я из глубины тоски своей: Господь, помилуй наших братьев, отцов, сестер и матерей, помилуй умму Мухаммада и дай терпенье ей и сил, а мне же многого не надо, немного хлеба и чернил. Немного силы и здоровья, чтоб, совершая мой салат, я мог бы с искренней любовью твои сифаты восхвалять. Немного праведного слога, чтоб славить милости твои, поскольку глупо и убого без пользы трачу дни свои. При светлой помощи десницы, души и острого пера хочу запечатлеть страницы событий нашего вчера. 19 век в истории не только чеченцев, но и всех народов Северного Кавказа — это очень трагическое и тяжелое время. Это прежде всего Кавказская война, которая длилась почти 50 лет и закончилась для Северо-Восточного Кавказа в 1859 году. Но, к сожалению, мир и после этого не наступил ни в Чечне, ни в Дагестане. И одно из крупнейших народных движений – это народное движение под руководством Алибека Хаджи Алдамова из Симсира в 1877 году. Главная причина этого народного выступления – это, с одной стороны, безземелье, потому что с 40-х годов 19 века по Сунже царская власть начала строить казачьи станицы и крепости. Чеченцы изгонялись со своих земель, они изгонялись в горы. В горах и так земли было мало. В результате горная часть Чечни стала испытывать огромный земельный голод. Вот одна из основных причин народного выступления 1877 года. Как ты уже сам отмечал, Асланбек, читающих поэзию у нас и тогда было мало, и сейчас немного. Совершенство технологий позволяет нам сегодня создавать фильмы, создавать аудиокниги. Несмотря на то, что твои произведения стали знаменитыми, тем не менее формат аудиокниг, он
намного расширил аудиторию. И в этом случае нам помог талант Аднана Нагаева, который является автором 2 аудиокниг Тугузова, 2 поэм «Шейх Мансур» и «Алибек Хаджи». История, моя знакомство с Тугузовым, она имеет определенную символичность. В каком плане? Я Асланбека лично не знал. Так цепь событий сложилась, что была презентация шейха Мансура книги. И нам Аламад Ильсаев, председатель Союза писателей, как своим коллегам-депутатам, всем пришел и подарил новую поэму. Я сел, сразу прочитал. Должен сказать, поэма сразу меня покорила. Я понял, что имеем мы дело с величайшим талантом человека. И стало интересно, кто же это. Я прочитал эту поэму и понял, что ее надо будет несколько раз минимум перечитать, чтобы понять ее смыслы. И до сих пор перечитываю, ты находишь для себя там новые какие-то нотки, новые какие-то смыслы. Это особенность всех талантливых, гениальных творений. Ко мне обращалась до этого несколько раз директор нашей библиотеки детской для слепых и слабовидящих детей Айша. Она как-то просила принять участие в записи аудиокниг. Но так как я был занят, я откладывал. И тут наступает месяц Рамадан. И она уже в месяц Рамадан обращается ко мне. Адлан, помоги с записью книги для нас, чтобы ты помог. Есть дети, которые не видят, слабо видят. Для них это было бы очень большое подспорье. Я начал перебирать, что же читать. Думать над тем, что читать. Прихожу домой, а у меня как раз книга Асланбека Тугузова. Это было в месяц Рамадан. Ночью после разговения мы отправлялись в студию. И я там провел определенную работу. Надо сказать, что прежде чем пойти в студию, я недели 2 каждый вечер перечитывал, читал. Я понимал большую ответственность. Но я исходил из чего? Теми скромными возможностями, которые у меня есть, я постараюсь сделать то, что смогу. А там уже люди посмотрят, будут и критики, и правильно будут, и должны быть. Но я думал, выполню, во-первых, для детей задачу, невидящих, слабослышащих, раз. А потом обратят внимание и те, кто имеют определенное, соответственно, и профессиональное образование, и специальности, и актеры, и так далее, деятели культуры возьмут и сделают соответствующий достойному уровню образец. Мне было, с одной стороны, немножко, я считаю, легко в чем, работая над аудиокнигой, в том, что в каждом чеченце, я считаю, в его крови лежит тот код на уровне ДНК, который пережили наши герои, их дух, их мотив, их воля к жизни, их мужество, их благородство. Нет, в каждом чеченце это все отзывается. Когда мы имеем дело с нашими историческими персонажами, в нашей крови это все отзывается. И здесь как бы передать эти нотки, в принципе, не так тяжело, потому что мы примерно понимаем, с чем мы имеем дело. Это каждый наш исторический опыт. И также и воспринять чеченцу, слушая эту историю, я понимаю, что эти ноты отзываются в душе и сердце каждого чеченца. Поэтому она для нас имеет большое историческое значение. Но в данном случае мы имеем дело не только на региональном уровне с гениальным поэтом, а уже всероссийского мирового масштаба. И слава Аллаху, что он у нас есть. Дотронет сердце человека рассказ прочувствованный мой. Шел 19 века, год давний 78-й. Был март, весна уже, казалось, вступила в твердые права, уже местами пробивалась вдоль улиц городских трава, а на окраинах, где дали, стирали линии дорог, кое-где подснежники сверкали, как жизни будущий залог. Алибек Хаджи, он зандаковец по тейпу. Это внук знаменитого Гази Хаджи, крупнейшего богослова, святого. Арцу Черемоев, один из первых офицеров на российской службе. И к моменту восстания 1877 года он уже генералом был. И он был назначен командиром чеченского конного полка, который был направлен на турецкий фронт. Он был по материнской линии двоюродный дядя Алдамова. И вот российская власть решила, что, может быть, он сумеет уговорить Алибека Хаджи сдаться и распустить своих повстанцев. Генерал Арцу попытался уговорить Алибека Хаджи сложить оружие, сдаться, распустить своих повстанцев, но, к сожалению, эта попытка не удалась. В своей поэзии
русскоязычной поэзии. Наблюдается такое удивительное сочетание самого языка, исламской культуры и чеченской ментальности. Как тебе удается достигать эту гармоничность? Для меня было важно вывести собственный язык. В литературе в любом случае это здоровая амбиция. Там нет ничего плохого иметь собственный голос, собственный язык, собственную узнаваемость, не говоря уже о других компонентах, там, Восток или наша ментальность, или русский классический язык. Я начинал вообще с западной культуры, с восточной культуры. Я пришел позже. И мне интересно была и западная культура, и восточная культура. Это осознанная какая-то внутренняя идея, которая зрела годами, зрела, формировалась, и потом она вылилась в собственную художественную форму, стилистику. Это мое, скажем так, творческое, духовное достижение. В Шейхе Мансуре у меня есть такой отрывок, я его прочту, четверостишие. «И унеслось зыбучим прахом в слепую бездну без следа все то, что именем Аллаха не освящалось никогда». Вот, все то, что не освящено именем Аллаха, оно тленное, приходящее, даже поэзия, литература, все должно быть освящено именем того, кто все это создал. Поэтому для меня, я мусульманин, как все мы, я стараюсь именно в первую очередь следовать своей основе. Даже вот книги я эти начал именно с именем Аллаха. Бисмилляхи рахмани рахим. Вот начинается во имя Аллаха, милостливого, милосердного. Хвала тому, кто над мирами миры другие сотворил, и над ночными небесами развесил скопище светил. О Дух, о свет его наследный, скажи, он вечный и живой, и он же первый и последний, преславный он и пресвятой. Его сиянию открыты все двери бездны бытия, он явленный и он же скрытый, и он же высший судья. Он господин причин и следствий, что теплит свет и режет тьму, и жар молитв и пыл приветствий вовек принадлежат ему. Последствия этого восстания были исключительно тяжелыми. Восстание охватило только горные районы Чечни, это Ичкерия, современные Нажаютовские, Веденские районы, и Аргунское ущелье. Равнинная часть Чечни восстание не поддержала, но тем не менее, после подавления восстания, оно было жестоко подавлено, 18 сел Ичкерии были вообще уничтожены, сожжены. Очень много людей было сослано в Сибирь. 12 руководителей восстания, то есть ближайшее окружение, или, скажем, штаб Алибека Хаджи, они были приговорены к смерти через повешение. Есть путь один и только прямо, другого Бог не даровал, и Алибек Хаджи Алдамов с улыбкой голову поднял. И также странно улыбаясь, взглянул, сощурившись назад, где по грязи слегка качаясь, за ним последний шел отряд.
еще земных, одушевленных, еще подвижных и живых, к одной судьбе приговоренных, его собратьев боевых. Подняв тяжелые оковы, чтобы не путали ходьбу, чеченцы шли уже готовы делить последнюю судьбу. Папахи низкие похожи, одни у этих и у тех, из недубленной грубой кожи, тулупы зимние на всех. Шли осужденные по двое, и на чеченской стороне раздалось что-то вроде воя и плача женщин в тишине. Все шли спокойно и степенно, и лишь глаза из-под бровей смотрели дерзко и надменно на суетящихся людей. С усмешкой горькой провожая последний свой на свете день, шагал Наиб Дада Залмаев в папахе черной на бекрень. Как будто сквозь пространство злое и пелену завес земных он видел горы Чеберлоя и башни предков дорогих, слегка укрытые туманом, бродячим другом высоты, шел рядом с дюжим Губаханом Ларсан Хаджи из Махкиты. И там же, как на пир вселенский, объявленный в иных мирах, легко ступал Курко Веденский с улыбкой доброй на устах. Как в книге вечной «Прах от праха» шагал во власти грозных дум Хусейн Хаджи из Актышаха, а рядом Нур Хаджи, Касум, поглаживал лицо худое и, гордо голову подняв, шагал Мета из Чеберлоя, держа Тазурга за рукав. Слегка по слякоти хромая, высокий, стройный и худой, последним шел Дада Умаев с короткой черной бородой. Для меня и для других читателей, я думаю, был шоком диалог Уммы и Дады Дуевых, отца и сына, которые вместе взошли на эшафот. Честно говоря, я бы не осмелился при людях это читать, потому что становится ком в горле и глаза наполняются слезами. Но при этом нет чувства вражды, нет чувства ненависти. Тебе удается оставаться над происходящими событиями. Да, в психологическом плане это очень тяжелый такой сюжет. В психологическом плане сама поэма может быть где-то тяжелая. А диалог Уммы и сына — это опять же для чеченцев вечная тема. Мы знаем, что у нас нету нежности, нету сюсюканий. Даже он не смог его при людях обнять. Вот настолько у нас была сильна традиция. Перед смертью, идя на эшафот, на виселицу, у него не было возможности обнять своего отца, и у отца не было возможности просто подойти и обнять сына. Такие традиции сегодня еще сохраняет наш народ. Наши традиции ни в каком пункте, нигде исламу не противоречат, наоборот, они гармонично идут рядом. Мы берем эту книгу, вот я ее открываю, вот сразу же начинаю. «Теодицея», вот Марина Савиных, главный редактор красноярского журнала «День и ночь». Марина Савиных очень хорошо знает Кавказ. Вот тут внизу «Теодицея». Учение, утверждающее благость Всевышнего, несмотря на существующее зло. Всевышний, мы же говорили до этого, Всевышний везде, ничего не происходит без его воли. Ничего не происходит без его ведома. Художник, он в первую очередь, художник должен быть беспристрастным. Художник не должен быть сторонником двух цветов. Это черное, это белое. Все, другого цвета нету. Вот этот подлец, негодяй, а вот это герой, там чуть ли не святой. Так не бывает. Жизнь намного сложнее. Жизнь намного сложнее. И события нашей истории, они тоже все неоднозначные. Они сложные вопросы, это сложные этапы нашей истории, сложные, тернистые, извилистые, кровавые, драматические, разные. Умаев, словно отрешившись, со всей бесстрастностью лица пошел, но вдруг, остановившись, всмотрелся в старого отца. Потом взглянул на генерала, сказал, печали не тая: «Прошу, чтоб вешали сначала отца, потом уже меня». За просьбу эту извиняюсь, но трудно будет для него смотреть, как в петле извиваясь умрет последний сын его. Дул ветер хлопьями снежинок, с дождем холодным их мешал, и Умма холодно на сына глаза бесстрастные поднял. «Скажи, — спросил он, хмуря брови, — что генералу ты сказал?
И почему с лицом без крови стоит проклятый генерал? Иди, не смей поддаться дрожи, позорят цвет моих седин. Просил его повесить позже. Прости, Ами, ответил сын. Зачем? По-прежнему угрюмо, не понимая ничего, спросил пытливо, глядя Умма на руки сына своего. И тот ответил, улыбаясь: тебе не будет тяжело смотреть, как гибнет, задыхаясь, последний сын? Но Умма зло презрительно пожал плечами. Смотри, и руки показал. На них, израненный врагами, отец мой в муках умирал. Потом 3 брата, все в сражениях. Потом и сын погиб в бою. Я камнем стал, и без сомнения перенесу и смерть твою. Теперь иди без лишней спешки. Как волк иди, а не шакал. Не дай им повод для насмешки, как прежде тоже не давал. И сейчас вопрос к Асланбеку Тугузову. Асланбек, несомненно, поэма Алибек Хаджи, она станет не просто произведением высокого художественного уровня, но она дает еще исторические ориентиры, оживляет исторические образы. Это диалог бывшего наиба Имамата Уммыдуева и царского генерала Чермоева. Чем вызвано было это восстание? Настолько тяжелые условия тогда были созданы, что это восстание никак не могло вспыхнуть. Это просто стихийное восстание, и Алибек оказался наверху этого восстания. Эти восстания, они в основном вспыхивали стихийно. И Умма в Тарсу, он говорит, не я сбаламутил народ, а царские чиновники своими подлыми делами смутили их. А я всего лишь поддержал касательно диалога Арцу Чермоева и Уммыдуева. Это очень сложный диалог. Это там 2 разных мнения, 2 разных взгляда на перспективу развития чеченского народа. 2 человека из 2 на то время противоборствующих лагерей. Существует ошибочное мнение, что Чермоев воевал против Алибека. Чермоев в это время находился на турецком фронте. Его специально сняли с турецкого фронта и вернули вот именно на Кавказ, чтобы он уговорил Алибека Уммыдуева. Он к ним ездил, у них были переговоры, но его переговоры с ними не увенчались успехом. Вот чтобы читатель, вот то это, чтобы знали, это не увенчались успехом. Я очень хорошо изучил эту тему. Потом его опять вернули на фронт, на турецкий фронт. И когда уже русско-турецкая война практически уже, она быстро завершилась, он вернулся, они уже были захвачены, практически уже приговорены военным полевым судом. Арцу Чермоев там ничего не решал. А Умма все смотрел на сына, как будто видел в первый раз, и тлела черная кручина в зрачках его бесцветных глаз. Потом пошел без промедления к нестройным виселицам он, не дожидаясь оглашения ничьих фамилий и имен. И люди, словно отщепенцы, смотрели, ежась от стыда, как сгорбилась спина чеченца и побелела борода. Старик нагнулся, из-под сына стул молча выбитый поднял и, оттряхнув его от глины, под виселицей рядом встал. Потом опять поставил слякоть, спокойно, даже не вздохнул, и люди снова стали плакать, когда взобрался он на стул. Уже по-старчески неловко наиб заметно ослабел, спокойно взялся за веревку и в петлю голову продел. А снег все мел в тоске бесцельной за ворот старому бойцу, но тут возник из мглы метельной, шатаясь, генерал Арцу. В папахе белой от поземки, из тьмы взволнованной души. «О, Умхаджи!» – он крикнул громко. «Зачем все это, Умхаджи? Как много раз в тоске сердечной за наш народ, не за себя, ты вспомни перед жизнью вечной, как я почти молил тебя. Не призывай к самоубийству измученный войной народ. Нет оправдания витийству, когда оно лишь кровь несет.
Я говорил все эти годы, страшась душою худших бед, не призывая людей к свободе, когда свободы в мире нет, что наш народ как капля в море, как искра в гибельной зале, и так с лихвой хлебнувший горя на этой сумрачной земле. Умадуев, бывший наиб Шамиля, богослов, очень хорошо знал исламскую религию, Коран. И вот он примкнул к этому восстанию. Он и Дада Залмаев и Атиби Атаев, они возглавили повстанцев Аргунского ущелья в 1877 году. У Умадуева было 3 сына. 2 сына с самого начала примкнули к нему, воевали, участвовали в этом восстании. А 3-й сын был офицером царской армии. И вот командир той части, где служил этот сын, он вызвал офицера, сына Дуева, и предложил ему: вот пойди отцу, или уговори его сдаться, или арестуй и проведи его. Ну, для горца любого, для чеченца особенного, поручить ему арестовать собственного отца — это просто оскорбление. Той же ночью сын Умадуева перешел к повстанцам. И Умат, вернувшись снова, провел рукою по лицу, затем небрежно и сурово взглянул со стула на Арцу. «Ты прав», — сказал он генералу. «Ты много раз мне говорил, что нас на свете очень мало, что нет у нас ни войск, ни сил. Ты говорил необозримо земля далекого царя, и мощь его неодолима, как эти горы и моря, что мы сегодня на распутье худого мира и войны, и что мои призывы к смуте сейчас опасны и смешны. Ты говорил в угоду страсти, в души бунтующей моей, зачем толкаешь против власти стесненных бедностью людей? Но я, как волк, хотел свободы, и хоть разрежь меня пилой, с врагами нашего народа не мог примириться душой. Аллах свидетель, не от скуки я к этой виселице шел. Мне, как орлу, тут Умма руки, как крылья в стороны развел. Хотелось неба, вольной страсти. А что касается людей, не я поднял их против власти в угоду прихоти моей. Они Арцу поднялись сами. Вернее, прислужники царя своими подлыми делами смутили души их, а я по зову крови, как мужчина, не мог остаться в стороне. И мой отец, и оба сына, и братья пали на войне. И я сейчас перед народом могу сказать, как человек, я кровью был его и потом, и чист пред ним, как этот снег. Мы достаточно долгое время, постсоветский период, наблюдаем то, что творческая интеллигенция, писатели, поэты разных народов Кавказа, они варятся в собственном котле. То есть мы не знаем о поэзии своих соседей, наши соседи не знали о нас. Взаимопроникновение культур было достаточно слабым до появления на горизонте звезды Асланбека Тугузова. В частности, поэма «Шейх Мансур», она переведена не только на чеченский язык, она переведена на осетинский язык, на кабардинский язык. Это несет не только литературную миссию, я думаю, и дипломатическую миссию познавания народов. Что бы ты мог по этому поводу сказать в отношении творчества Асланбека Тугузова? Ну, здесь хочется подчеркнуть, в первую очередь, он несет определенную миссию. Я всегда люблю, когда встречаются представители разных народов или проходят мероприятия, посвященные теме межнациональных отношений, приводить аяты священного Корана, где Всевышний говорит в 49-й суре 13 аяте: «Мы создали вас народами и племенами разными, для того, чтобы вы познавали друг друга. И наиболее почитаемый перед Всевышним из вас наиболее богобоязненный». Мы познавать этот народ можем как? Только через его культуру, его искусство, его традиции, его ценности. Кто несет все это? Его писатели, его поэты, его представители лучшие. На сегодняшний день данную миссию в нашем народе выполняет и Тугузов Асланбек. В его лице наш народ будет сегодня весь мир читать и узнавать про нас, узнавать про нашу историю, про нашу духовность, про наши традиции, про наше мужество, героизм, доблесть, честь и так далее. Вот так вот взаимное проникновение культур и обогащение народов происходит. И так каждый народ знакомится друг с другом, с душой этого народа, с культурой этого народа, видит, каким Всевышний нас создал разными,
красивыми. И ты находишь в каждом народе свою какую-то красоту. Как на поле много цветов разных, это поле делается красивым именно этими цветами. Вот так же и народы Всевышний создал разными. Сегодня есть люди, которые мировым именем, известные в сфере литературы, свои отзывы оставляют, с ним связываются, восхищаются. Я хочу в качестве примера, с вашего позволения, привести вот несколько таких выдержек. Вот, допустим, известный поэт Юрий Фридман. В Японии есть титул, пишет он, «Живое национальное сокровище», которое присваивается выдающимся уникальным мастерам различных традиционных искусств, актерам, художникам, музыкантам. Думаю, Асланбек Тугузов заслуживает такого же звания «Живое национальное сокровище». Далее, Ян Брунштейн, известный российский поэт-прозаик. Читаем его высказывание. Текст дышит. Это легкое дыхание, слог летящий, крылатый. Дорогой Асланбек, эпос – труднейший жанр, и вам он оказался по силам. Думаю, эта работа войдет в золотой фонд чеченской, кавказской и общероссийской литературы, подчеркивает он. Я с удовольствием вас поздравляю. Далее у нас член Союза писателей России, на Кавказе известная, в России известная Миасат Муслимова, председатель клуба писателей Кавказа, пишет: «Млечный путь истории и литературы искрится, мерцает и горит звездами разной величины, сияние которых не затмевает свет ближних и дальних светил. Но неиссякаемость талантов, открывающих новые миры, это одно из чудес, которыми награждает нас Творец. Поэзия Асланбека Тугузова подбрасывает такие поленья в костер загадок творчества, что вечные споры о нем вспыхивают с новой силой. Слишком много стереотипов разбивает явление этого поэта. Не касаясь всех этих вопросов, отмечу одну удивительную особенность его лирики. Такой органической цельности Кавказа и шире восточного мироощущения и русской ментальности до этого в литературе не было. Это новый этап развития русскоязычной поэзии России, пишет она. Также хочу привести слова известного русского поэта-переводчика, главного редактора литературного журнала «День и ночь», президент русского издательства Марина Савинах пишет: «Исторические полотна Асланбека Тугузова не просто повествование о делах давно минувших дней. Это религиозно-философские исследования, тяготеющие к поэтическому высказыванию по своей глубинной сути. Не буду здесь касаться стихотворного мастерства Тугузова, для меня это отдельная тема размышлений и поисков. Чеченский поэт, наш современник, является носителем чистейшей, богатой, уникальным образом развитой русской классической стихотворной традиции, к сожалению, стремительно разрушающейся на собственной русской почве». И последним, завершая, хочу привести слова председателя Союза писателей Чеченской Республики, моего коллеги, депутата парламента Чеченской Республики Аламада Ельсаева, писателя. Он пишет: «То, что в мир, по милости Всевышнего, еще приходят, пусть и очень редко, такие поэты, как Асланбек Тугузов, большое событие для всей современной литературы. То, что она получила его через чеченскую литературу, большое счастье для нас. Асланбек наделен редким талантом тех, чья сила художественного слова и образа рассеивают тьму в душах и заливает их светом истинной, полной ярких красок поэзии. Благодаря таланту Асланбека не только чеченский народ, но и другие большие и малые народы получили великолепный литературный памятник, посвященный яркой и полной трагизма жизни первого имама Северного Кавказа, шейха Мансура и его сподвижников, славных сынов славных народов славного Кавказа. Наш уважаемый лидер Рамзан Ахматович Кадыров создал все условия для чеченских литераторов. Уверен, что наши писатели оправдают вложенные главой республики средства и силы и выполнят возложенные на них задачи. Хочу поблагодарить наших зрителей за то внимание к передаче и поблагодарить наших гостей за содержательную, полезную беседу. Адикюэль Масери. До новых встреч.